Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», в студии Ирина Ефимова. И сегодня мы обсудим тему лесных пожаров. Пожароопасный сезон в большинстве субъектов России уже наступил. В ряде регионов, в том числе в соседних, сложилась сложная обстановка. Есть случаи перехода огня на населенные пункты. А как дело обстоит у нас в Якутии, поговорим с гостями студии. Ну и начнем, наверное, с общих вопросов. Да, в каких районах и городских округах пожароопасный сезон сейчас официально объявлен? Есть ли сейчас пожары? Ну, начнем, наверное, я. Всем добрый вечер. На сегодняшний день пожароопасный сезон на территории республики зарегистрирован на всей территории. Как мы всегда делаем, мы, конечно же, открыли пожароопасный сезон в начале, это в центральной части республики. Да, 3 этапа это было, да, 12 мая, потом 16 мая по Вилюйской группе районов, ну и 22 мая это уже по северной арктической группе районов. На сегодняшний день зарегистрированных пожаров нету. Крайний пожар мы ликвидировали сегодня утром. Вот, в Магане, который был, он за выходные произошел, и вот в течение суток мы его ликвидировали. И вот со дня открытия пожароопасного сезона мы уже зарегистрировали 12 лесных пожаров на территории республики. Конечно же, надо сказать, что это лесные пожары, которые произошли, это, как у нас весной бывает, это по вине человека в основном. Да. В прошлом году на эту же дату было где-то порядка 16 лесных пожаров. То есть, ну, примерно столько же. Ну да, небольшое расхождение есть. Год из года у нас расхождение бывает, потому что весна как начинается, лето как начинается, вот по-разному бывает. Вот мы часто слышим в сводках такие слова, как термины, как термоточки, класс пожарной опасности. Вот поясните, пожалуйста, что это означает. Ну, термин термоточки, он как бы в простонародье можно объяснить это как, когда спутник проходит, это термические аномалии, да, то есть температура, где больше выдает, те эти аномалии фиксируют спутники. Да. У нас как бы по Рослесхозу получается фиксирует это ИСДМ, это дистанционное зондирование земли по лесным пожарам. Да. И получается, если мы раньше фиксировали термоточки в районе где-то 20-25 гектаров, то сейчас технологии уже шагнули вперед, и уже фиксируются термоточки менее гектара уже. То есть практически уже небольшой, ну, как большой костер со спутника уже видно. Ага. То есть если люди выехали в неположенном месте, развели костер, чтобы пожарить шашлык, уже его фиксируют как термоточку, да? Не совсем так, как бы шашлык, а вот когда проводят несанкционированные сельскохозяйственные палы, там какие-то другие вот эти мероприятия, и площадь уже там больше 100 на 100, то уже видно со спутника. Вот, кстати, пропалы, да, зачастую они бывают причиной пожаров, действительно, эти сельхозпалы. И вот почему люди продолжают их проводить, если они запрещены? Какие вот у нас сейчас правила по их проведению и какие штрафы? Может, сельхоз может ответить? Да. Ну, это может из-за того, что отдельные лица в целях улучшения качества кормовой базы для своих сельхозживотных проводят такие мероприятия. А так, согласно пункта 186 правил противопожарного режима в Российской Федерации, каждый землевладелец обязан защищать свои территории от зарастания сухой сорной травы. То есть должен провести работу по своевременному сенокошению на своих землях сенокосных. То есть таким образом как бы защищает свою территорию от, как бы сказать, пожаров природных. А что касается вообще по линии Минсельхоза ежегодно, начиная с марта по апрель, проводится разъяснительная работа среди населения, среди сельхозтоваропроизводителей о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни и пожнивных остатков
на землях сельхозназначения совместно с муниципальными образованиями, МКО управлениями сельского хозяйства. Также на официальных сайтах, в социальных сетях министерства опубликована также информация о запрете сельхозпалов. Но вы просто вот скажите сейчас, что сельхозпалы запрещены, Да, правильно? сельхозпалы запрещены согласно пункту 185 правилами, постановлением Российской Федерации. И какие штрафы? Штрафы на граждан в размере от 30 до 40 тысяч, на должностные лица от 40 до 60, на юрлица от 300 до 400 тысяч. Если выжигание произошло на территории рядом с лесным массивом, если перейдет на лесной участок, то еще больше. Ну, то есть, если станет сельхозпал причиной пожара Да. лесного, да, то, соответственно... Здесь я добавлю, да, вот здесь уже высчитывается ущерб. Ущерб, если есть виновное лицо, то в соответствии с постановлением Российской Федерации умножается на 50 раз. То есть ежегодно вот уголовные дела даже тут у нас, ну как сказать, по территории республики где-то 3-4 уголовных дела открывается, да, по этому направлению. И уже вот, к сожалению, наше население, вот, ну, люди, которые виноваты в лесных пожарах, штрафуются там с ущербом на 1 миллион и более рублей. Ну а в какое-то время эти палы можно проводить? Осенью? На территории Российской Федерации сельскохозяйственные палы полностью запрещены. Но вот не первый год мы про это слышим, да, но тем не менее население продолжает их проводить. И раньше каждый год весной сельхозпалы проводили организованно. Давайте послушаем мнение эксперта. У нас по скайпу подключилась Сахаяна Афанасьевна Павлова, зав. Лаборатории кормопроизводства и плодово-ягодных культур Федерального исследовательского центра Сибирского отделения Российской академии наук. Сахаяна Афанасьевна. Добрый день. Здравствуйте. Вот хотелось бы ваше мнение услышать насчет сельхозпалов. Мы все прекрасно знаем, что общая площадь сенокосных угодий, по данным Министерства сельского хозяйства, составляет 719 тысяч гектаров, из которых используется только 60%. Заброшено около 280 тысяч гектаров из пастбищных угодий. Пастбищные угодья, общая площадь пастбищных угодий составляет 795 тысяч гектаров. Из них заброшено 30%. Они практически не используются по многим объективным причинам, то есть заросли мелколесьем, да, покрыты толстым пластом сухой ветоши и старики. Конечно, это обуславливает и снижает урожайность, продуктивность и качество природных травостоев. Да? Из-за этого высока вероятность вот на таких угодьях возникновения пожаров. Ну, по государственному заданию Министерства сельского хозяйства в 2018 и 2020 годах были проведены научно-исследовательские и внедренческие работы по профилактическим выжиганиям по профилактическим выжиганиям природных травостоев на пойменных и таежных угодьях. Конечно, туда были приглашены многие ученые из Республики Саха-Якутия. Это сотрудники, доктора, кандидаты наук Якутского научно-исследовательского института, Института биологических проблем Крелитозона, службы земледелия и других институтов. Так, 2021 года мы начали изучение проведения профилактических выжиганий на аластных и мелкодолинных лугах, но из-за отсутствия финансовых средств работы были практически приостановлены. Но мы продолжаем работу только на энтузиазме.
Ну, тогда были изучены, были взяты пробы на агрохимический анализ почвы, то есть это содержание гумуса, общего азота, подвижного фосфора, обменного калия и других агрохимических показателей. Были определены температурный режим почвы после и до проведения профилактических выжиганий весеннего и осеннего сроков посева. Ну, конечно, для этого были проведены и оформлены наряд допуск, были согласованы с соответствующими органами власти. Дальше мы еще изучали запас семян растений в почве, были определены видовой состав насекомых, влажность почвенных горизонтов по участкам определяли, проводили фенологические наблюдения, Сахарина Афанасьевна, а биометрические измерения. Да. к какому вы пришли итогу вот этих наблюдений? То есть сельхозпалы, они все-таки полезны или нет, вот по вашему мнению? Да, ну, по данным, по всем критериям, задачам, которые ставились исследования, получено очень, даже можно сказать, положительный результат повышения урожайности от 1,5 до 2 раза. То есть, если урожайность по всей республике составляет где-то в среднем 0,9 1 тонна с гектара сена, то на таких проведенных участках, на пойменных, на мелкодолинных, аласных и других сельскохозяйственных таежных угодьях урожайность у нас повышилась Спасибо. практически в 2 раза. Спасибо, мы вас услышали. Это была доктор сельскохозяйственных наук Сахаяна Павлова. Вот хотелось бы услышать, согласны ли вы со спикером? Давайте я скажу. Что нужно? Да, докончу то, что мысль, да, вот. Вообще, до принятия вот этого решения на уровне правительства Российской Федерации у нас же был закон свой о сельскохозяйственных палах. Да? Да, мы проводили на территории республики сельхозпалу. И я думаю, что вот эта научная работа, она должна дальше развиваться и быть основой для того, чтобы мы на уровне правительства Российской Федерации все-таки настояли на том, чтобы сельскохозяйственные палы должны быть официально разрешены по решению, ну, как сказать, должна быть инициатива и, соответственно, принят закон, чтобы регионы сами принимали решения на местах. А Да. Минсельхоз согласен, хотелось бы мнение спросить? Ну, в части того, что вот улучшается качество кормовой базы для сельхозживотных, да, в этом, конечно. То есть, просто нужно их проводить специально обязательно люди, специально подготовленно. Да, не просто так у себя, конечно, там на... И мы бы вот те территории, которые у нас опасны на сегодняшний день, буреломные, да, вот эти очистили бы немножко. Ну что ж, давайте прервемся на небольшую рекламу. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это программа «Якутия Лайф». Мы говорим о пожароопасном сезоне и о лесных пожарах в целом. И вот у меня вопрос о ландшафтных пожарах. Все-таки весной их бывает больше, чем летом. Какова причина их возникновения, как с этим бороться? Добрый вечер. Основной причиной возникновения ландшафтных природных пожаров, как вот Джулустан Иванович сказал, это, конечно, является человеческий фактор. Большинство пожаров возникает в результате нарушения населением мер пожарной безопасности при использовании огня в местах труда и отдыха людей, и неосторожное обращение с огнем. Возгорание часто происходит из-за недопотушенных костров, сигарет в местах отдыха, во время пикников, охоты. И вот как вот сейчас вот говорили по сельхозпалам, да, весенний период, основной причиной возникновения пожаров, конечно, являются сельскохозяйственные палы, которые производятся с целью сжигания прошлогодней сухой травы. Но несмотря на огромный ежегодный ущерб природе, экономике страны, некоторые люди считают, что сжечь траву это безвредно, безопасно и даже полезно.
но при этом огонь часто сельхозпалов переходит в земли лесного фонда, на объекты экономики, на населенные пункты. И чтобы не происходило вот данных происшествий, конечно, необходимо знать и соблюдать меры пожарной безопасности и, конечно, помнить, что каждый акт поджога – это преступление против хрупкого мира природы. Вот так. Ну, то есть вы считаете, что сельхозпалы это... Нет, ну, как вот и нам сказали коллеги, да, ну, и Джулстан Иванович говорил, чтобы вот как бы дальше на уровне Российской Федерации, как бы, чтобы это соблюдение мер безопасности все происходило, потому что я говорю, что обычно огонь сельхозпалов переходит вот на земли лесного фонда, на объекты экономики и также на населенные пункты. Ну, то есть только в определенных местах, только с определенным разрешением и соблюдением всех необходимых По факту здесь получается, Ирина, что люди понимают, что они идут на преступление, выжигают и уходят. Да, и никто этот огонь не контролирует на сельскохозяйственных землях, и он уже априори уже заходит на лесной фонд. То есть они уходят даже просто, Конечно. чтобы не узнали, что это они подожгли. Да. От ответственности. Разрешите, я тоже добавлю? Да, Наше конечно. мнение, безусловно, как бы мнение экспертов мы услышали, мнение уважаемых министерств тоже понятно, возможно, приемлемо, не обижайтесь, но законодательно пока это запрещено. В меру того, что говорилось пока только об административной ответственности, я бы хотел сказать об уголовной ответственности при наступлении, при совершении соответствующих опасных деяний. Значит, есть у нас статья 261 Уголовного кодекса, говорящая об уничтожении либо повреждении лесных насаждений. В каких случаях возникает ответственность человека? Уничтожение или повреждение лесных насаждений по неосторожности, повлекшее значительный ущерб. Максимальная сумма штрафа в этом отношении на осужденного будет достигать до 500 тысяч рублей, а лишение свободы, я не перечисляю различные меры привлечения к работам и так далее, а максимальная мера лишения свободы до 4 лет. При совершенном опасном деянии, при поджоге лесного насаждения, мера ответственности уже возрастает, штраф у осужденного до 1 миллиона и лишение свободы до 8 лет. А в случае причинения уже крупного ущерба лесным насаждениям, эта мера ответственности также возникает штраф до 3 миллионов рублей и лишение свободы до 8 лет. Стоит понимать, чтобы все наши граждане понимали, данные понятия значительного крупного ущерба появились только в Уголовном кодексе с того года. Значительным ущербом для лесных насаждений считается ущерб свыше 10 тысяч рублей, а крупным свыше 50 тысяч рублей. Как слышите, суммы в принципе невелики. А зависит, конечно же, от оценки ущерба, причиненного лесному фонду. Хотел бы в этом отношении напомнить гражданам о ответственности наступающей уголовной. Ну и, конечно же, я не называю уже статьи Уголовного кодекса при причинении вреда жизни и здоровью человека. То есть то, что мы до этого озвучивали штрафы, это касалось административной ответственности. Это административная ответственность, да. Согласно статье, вот уважаемый представитель Минсельхоза сказал об ответственности, согласно статье 8.32 Кодекса об административных правонарушениях. А тут вступает уже в силу Тут уже в силу уголовное. вступает уголовное законодательство, да. Спасибо. Можно я еще добавлю? Да, конечно. Кроме того, что здесь озвучили по штрафам и прочее, еще существует возмещение понесенных затрат. А затраты могут кратно превышать ущерб. К примеру, вот штрафуют дознаватель на 500 рублей по административной ответственности, а затраты на тушение данного пожара оказались в пределах 3-4 миллионов. То есть вылетел вертолет, да, абсолютно использовалась верно. техника. Да, и то есть заплатив административный штраф, он сверху гражданским иском уже получает еще плюс 3 миллиона. У нас стоимость пожаров доходила до 20 миллионов. И виновники при этом тоже были. А кто определяет размер ущерба? Размер ущерба зависит от меры ответственности. Кстати, по уголовным делам я бы хотел сказать, что в 2020 году по лесным ландшафтным пожарам, тогда еще понятия ландшафтного не было, у нас было составлено 8 уголовных дел. В 2021, самом резонансном, 17, из них 10 дошли до суда. В прошедшем году 6. В текущем году, в силу того, что лесных пожаров пока только 12, но это, безусловно, только пока, у нас пока уголовных дел по лесным пожарам нет. То есть ежегодно... Ежегодно, как видите, да, мы на определенном уровне. А вот чем, кстати, лесной пожар отличается от ландшафтного? Очень простым понятием. Лесной – это пожар в лесу, ландшафтный – это сельхозугодие и то, что не в лесу. Иные категории. Иные категории земель. Очень просто. То есть от категории земель это зависит, Так точно, получается? При этом иные категории тоже могут быть покрыты лесным массивом.
Так, ну, лесопарковая зона и так далее. давайте перейдем к подготовке к пожароопасному сезону. В прошлом году, благодаря тому, что увеличилось финансирование кратно, удалось снизить пройденную огнем площадь в 13 раз, количество пожаров в 3 раза. И вот сейчас уже мы знаем, что регион получил паспорт готовности к пожароопасному сезону. Вот что это такое? Я начну, наверное, да? Давай. Да, тоже. Ну, в этом году, как никогда, мы подготовились к лесопожарному сезону. Это предвещала очень большая работа, да, в течение, я не побоюсь сказать, там 4 лет, да, крайних. Вот. И это я имею в виду и то, что штатная численность наших учреждений добавлена в разы. Техника закуплена за счет нацпроекта «Экология». Огромное количество, да, так, и финансирование у нас увеличено в сравнении с тем, что было там 6-7 лет назад, 10 раз практически, да. Вот, поэтому на сегодняшний день мы впервые имеем паспорт готовности готов. Ранее у нас было ограниченно готов, там, и так далее, в связи с теми параметрами, к которым мы не подходили. А готов это что значит? Что все проверки прошли успешно? Да, у нас в этом году очень жесткая проверка была, там по 20 с лишним критериям, да, начиная от документации, заканчивая там вот именно численностью, штатной численностью, там, готовкой техники и так далее, и так далее. Так что... Решите добавить? Да, Да, полностью поддерживаю Джилстана Ивановича. Я все-таки хотел бы сказать, что паспорт готовности к лесопожарному сезону у нас действительно положительный, готов. Впервые за большинство до этого предыдущих лет. Но я хотел бы также сказать, и вы должны это объективно понимать, что этот паспорт был вынесен на конкретный период проверки. Проверки проводились в апреле месяце. Оценивалась готовность распорядительных документов, оценивалась штатная численность как по личному составу, так и по технике соответствующих лесопожарных формирований. И это было все-таки на тот период. Как покажет сезон себя, в зависимости в том числе от складывающихся метеорологических явлений, мы посмотрим дальше. Также я хотел бы сказать, что в марте-апреле мы традиционно, Главное управление совместно с правительством республики, с Министерством экологии, провели традиционное командно-штабное учение во всех подверженных угрозе лесных пожаров в органах местного самоуправления, в том числе с построением личного состава, с проверкой их готовности к реагированию. Вот эти проверки показали в некоторых органах местного самоуправления неготовность, по крайней мере, акты были выписаны, сейчас ведется устранение этих выявленных замечаний. Также нами проведено уже со стороны Федерального государственного пожарного надзора контрольно-надзорные мероприятия в отношении подверженных угрозе лесных пожаров населенных пунктов, а их у нас 464, 28 у нас подвержены угрозе лесных ландшафтных пожаров, детских оздоровительных лагеря и 56 садово-огороднических и иных некоммерческих объединений граждан. В целом, все они сейчас проверены. Выявлено 223 населенных пункта с нарушением обязательных требований пожарной безопасности. Общее количество их свыше 800. Но основным нарушением у нас традиционно являются это неподготовленность, необустройство минерализованных полос, несоответствие расстояния от населенного пункта до лесного массива, неготовность источников противопожарно-наружного водоснабжения, либо отсутствие подъездных путей к ним, и неготовность в вопросах работоспособности звуковых систем оповещения населения при чрезвычайных ситуациях. В целом, по проведенной работе нами привлечено к административной ответственности 183 лица, из них 35 юридических, 148 должностных. Сейчас мы ведем работу с органами прокуратуры в силу соблюдения законодательства, ходатайствуем перед ними о вынесении требований прокуратуры на проверку населенных пунктов, 223, повторяю, у нас с нарушениями, по уже проверке выполнения, обязательных к выполнению требований пожарной безопасности в предписаниях. Хорошо, спасибо. Виктор Викторович, а вы как готовитесь? Тоже хотелось бы услышать. Добрый вечер. Так, по нашему учреждению 3 года назад было 189 штатных единиц лесных пожарных. А в этом году у нас составляет 564 лесных пожарных, 256 единиц техники, которые она прошла техосмотр. И в этом году решением главы республики добавлено сезонных работников 84 штатов. Поэтому все это полностью набрано. Техника, штаты полностью есть, поэтому на сегодняшний день те, которые пожары сегодня
прошли, полностью ликвидированы в количестве 5 штук, поэтому работа идет. Но я так понимаю, что как раз вот тушением лесных пожаров занимаются подведы Минэкологии, да, ваши? Это вот да. Якутлесресурс и авиалесоохрана. А в какой момент подключаются уже федеральные службы? Ирина, я хотел бы напомнить, что требует законодательства следующее. Мы в первую очередь защищаем населенные пункты, инфраструктуру. Как правило, мы подключаемся, когда пожар подходит, лесной пожар, именно если про лесной говорит, в 10-километровой зоне от населенного пункта. Здесь, конечно, уже реагируют и составляющие федеральной противопожарной службы, и составляющие государственной противопожарной службы республики. В целом, если вас интересует, озвучу гражданам, у нас, если аэромобильная группировка федеральной противопожарной службы составляет 90 человек, 9 единиц техники, одно воздушное судно Ми-8 с водосливным устройством. Безусловно, у нас также готовы 5 сводных отрядов с общим количеством 65 человек и 13 единиц техники. Ну и серьезно, я думаю, Яна Владимировна подскажет, какая составляющая от них, либо я освещу. А вот как раз Госкомбж занимается ландшафтными пожарами? Мы занимаемся тушением ландшафтных пожаров, да, и тушение ландшафтных природных пожаров у нас осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства республики от 25 февраля 2022 года. В соответствии с данным порядком решениями муниципальных образований городских округов создаются маневрированные группы, которые состоят из 2 эшелонов. И первый эшелон у нас непосредственно находится в самом населенном пункте. И при наличии угрозы ландшафтного, при наличии угрозы населенному пункту он направляется на тушение этого пожара. В случае недостаточности средств, да, то на тушение пожара направляется второй эшелон, который сформированный в районных центрах муниципальных образований городских округов. А уже если угроза перехода ландшафтного пожара на переход на территорию населенного пункта, да, то уже направляются силы и средства подразделений добровольной пожарной охраны, подразделений также государственной и федеральной противопожарной службы, которые дислоцируются вот именно в этих населенных пунктах. Ну и также решением КЧС республики может быть принято решение о привлечении аварийно-спасательных формирований, которые уже направляются на тушение пожаров 3-м эшелоном. И у нас давайте прервемся на небольшую рекламу и вернемся к обсуждению этого вопроса через пару минут. Это программа «Якутия Лайф». Мы говорим о пожароопасном сезоне. Недавно самолет-зондировщик Як-40 прибыл в Якутию. Воздушное судно будет работать, как и в прошлом году, по контракту, заключенному со службой спасения Якутии. На эти цели из бюджета республики выделено 80 миллионов рублей. Как отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев, наличие такого самолета будет позволять нам работать не только на тушении пожаров, но и увлажнять почву в тех районах, где у нас постоянно наблюдается засуха. Это очень важно для сельского хозяйства республики. Ну и помимо Як-40 в текущий пожароопасный сезон у региона будет готов также собственный самолет-зондировщик, оборудованный на базе воздушного судна Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии». Сегодня в Якутск прилетел самолет-зондировщик, сделанный на базе самолета Як-40. И с этим прилетом мы продолжаем в прошлом году начатую работу, которую организовали, руководство вашей республики организовали на территории Саха-Якутии по искусственному увеличению осадков для увлажнения территорий с высоким классом пожароопасности, для того, чтобы снизить класс пожароопасности, снизить горимость и предотвратить пожары, которые могут возникнуть в течение вот этого летнего сезона.
Ну что ж, хотелось бы услышать подробнее о методах работы этого зондировщика, где и как он задействован. Ну, основной причиной масштабных пожаров, конечно, является сильное сушение покрова земли из-за роста приземных температур в условиях изменения климата. И наша республика является самым крупным по площади субъектом Российской Федерации. И с резко-континентальным климатом. Лето у нас очень жаркое, годовое количество осадков крайне мало. И у нас, конечно, в том году этот зондировщик, в прошлом году применение искусственного регулирования осадков, конечно, существенно позволило снизить пожарную нагрузку. И по сравнению с 2021 годом площадь пройденного огня у нас снизилась в 14 раз. В прошлом году самолет-зондировщик у нас работал с мая месяца по август месяц. Вот как вы отметили, где-то было порядка 80 миллионов выделено на это мероприятие. Да. Общий налет составил порядка 143 часа, это где-то 27 вылетов. И в этом году у нас, как вы видели, самолет-зондировщик прибыл в республику для работы по искусственному регулированию осадков и уже совершил первый вылет, это в Нерюнгринский район, и буквально сегодня он будет направлен в Алехминский район. Вопрос у меня был о методах работы зондировщика. Вообще, то есть это, если говорить просто, это искусственное вызывание осадков, искусственное вызывание осадков для увлажнения почвы. Мы работаем по заявкам Министерства экологии для увлажнения почвы, для травы, и также по заявкам Министерства экологии, это где водохранилище, да, Джилстан Иванович, наполнение водохранилищ. А муниципальное образование, то есть они в Минсельхоз обращаются, а те уже к вам, да, или как это происходит? Я добавлю, да, вообще у нас по зондировщикам по двум направлениям идет работа, да, вот то, что Яна Владимировна сказала, это на снижение пожарной опасности, то есть до возникновения лесного пожара на территориях. А то, что функции Рослесхоза самого, да, там, то, что уже было озвучено, это уже на пожарах, то есть существующих пожарах, вызывание осадков и его то есть предотвращение и тушение, да, грубо говоря, да. Два направления. А вот этот Як-40 будет делать что? Будет предотвращать? Предотвращение. А наш собственный? Наш собственный тоже, он сейчас, вот как вы отметили, да, он находится сейчас на авиаремонте в городе Иваново. Там производится установка оборудования на оборудование искусственного регулирования осадков. И в первой декаде уже закончатся эти ремонтные работы и будет осуществлен обратно перегон воздушного судна, и он тоже будет работать для предотвращения. А в прошлом году еще один самолет привлекался на тушение именно, то есть про воздушное судно Федеральной авиалесохраны я говорю. Вот смотрите, здесь полномочия немножко разные. Два этих воздушных судна, которые будут работать за счет субъекта, то есть нашей республики, у них задачи другие. Это снижение класса пожарной опасности, травостой и прочее. А вот уже тушение лесных пожаров, здесь этим вопросом будет заниматься зондировщик, который прибудет к нам где-то с середины июня, может чуть раньше, в зависимости от погодных условий. Его задача стоит именно применение пиропатронов по вызыванию осадков с целью тушения лесных пожаров. То есть, если эти самолеты летают, есть ресурсная область, они ее обработали в каком-то районе, осадки выпали, то здесь он будет обрабатывать именно в тех районах, где горят лесные пожары. И не просто обрабатывать, а с таким расчетом, чтобы осадки выпали именно в том районе, где горит именно сам пожар. То есть не просто вылить это облако ресурсное, а именно вылить его там, где нам нужно. У него задача немножко другая. Ну и, естественно, там пиропатроны тоже немножко разные. Ну и не могу не спросить про Б-200ЧС, раз уж мы заговорили про самолеты, да? В какой момент эти самолеты привлекаются?
Но они будут привлекаться у нас, как правило, учитывая наши уже среднегодовые показатели, с июля месяца. Мало того, мы сейчас знаем, что по 16 июня будет взлетно-посадочная полоса проходить реконструкцию. На текущий момент времени она не позволяет для посадки и взлета, соответственно, этого судна. С 15-16 июня, в принципе, привлечение возможно при одном условии, если нам это понадобится. И, конечно, если будут соответствующие заключения договоров и оплата и работы их, и обслуживание, соответственно, летного персонала. И давайте все-таки расскажем про прогнозы, да, каковы они, и что самое главное нам, чтобы пройти спокойно этот пожароопасный сезон, к которому, значит, у нас паспорт готовности все-таки есть. Удастся ли удержать вот эту динамику хорошую? Да, мы обычно вот министерство получаем прогноз в апреле месяце, это у нас Рослесхоз готовит, да, и ежегодно мы видим, что оно где-то на 90% исполняется, да, прогноз. К сожалению, в текущем году прогноз неутешительный. То есть опять жаркое засушливое лето нас август, ждет. да. Но июнь это уже центральная часть республики, да, июль арктическая зона, и в августе у нас прогнозируется, что в западной группе районов будет сухая погода, да. Вот, поэтому, конечно же, задача нам сейчас пожары лесные ликвидировать в течение первых суток, да, чтобы они не разрастались. В прошлом году, в позапрошлом году были активно задействованы добровольцы на тушение лесных пожаров. В 2021 году. В 2021 году, да. Да, в 2021 году большой вклад внесли, конечно, наши добровольцы в тушении пожаров. Это порядка 326 добровольцев были задействованы в тушении лесных, природных пожаров, да, в 9 муниципальных районах. И в прошлом году у нас проектной группой «Не дай огня» был инициирован первый слет добровольцев, да, и в этом году у нас добровольцы прошли обучение практические занятия по курируемым направлениям Министерства экологии, природопользования лесного хозяйства, Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Ну, то есть добровольцы тоже готовы. Да, и как бы штаб продолжает работу, да, и тоже вот проходят обучение с нашими службами экстренными. Ну что ж, будем надеяться, что мы пройдем этот пожароопасный сезон спокойно, в том числе и благодаря добровольцам, благодаря слаженной службе всех ответственных за это наших структур. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.